7 дней. Пример того, как можно возродить культуру, сделать это в самые сжатые сроки и при этом создать почти идеальный вариант частно-государственного партнерства, вот уже сколько лет демонстрирует нам Елабуга. В этом городе живут поистине неутомимые, трудолюбивые люди. И, надо сказать, эта деталь отражена и на гербе Елабужского района. Это исторический герб. Примерно так же он выглядел и в 1781 году, когда он был пожалован Екатериной, городу тогда Елабуги. «Сидящий на пне дятел, долбящий оной, ибо там множество сего рода птиц». Так писали о районе и городе еще вот в XVIII веке. Ну, то, что дятел – трудолюбивая птица, сомнений никаких, но ведь не только поэтому появился этот герб. Есть версии его происхождения, которые мы расскажем сегодня. Ну и, конечно, прогуляемся по заповедным и историческим уголкам района. В Елабуге и ее окрестностях, масса достопримечательностей. В первую очередь, конечно, приходят на ум имена Марины Цветаевой, Надежды Дуровой. Но сегодня мы постараемся показать вам другой Елабужский район. Мы покажем его таким, каким видел его когда-то знаменитый уроженец Елабуги Иван Шишкин, художник. А также побываем в самых необычных музеях города. Я думаю, что после этого вы согласитесь с утверждением местных жителей, что они самые трудолюбивые люди на свете. Природа Елабужского района неповторима. Побывав здесь, в национальном парке Нижняя Кама, единожды, вы непременно вернетесь сюда еще не раз. Места живописные, места живописцев. Центральное место, среди которых занимает великий Иван Иванович Шишкин, поэт Елабужской земли. Шишкиным в Елабуге было написано несколько десятков картин. 100 с лишним лет прошло с тех пор. И по нынешнее время искусствоведы, краеведы, ученые спорят о том, какой конкретно пейзаж изображен на той или иной картине, где конкретно писал художник свои полотна. Разногласия не касаются лишь нескольких пейзажей. За моей спиной один из них. 1882 год. Картина Шишкина «Кама». Как вы сейчас увидите, практически ничего не поменялось здесь за эти 100 с лишним лет. Это не так просто, как кажется. Чтобы отыскать эти места, где творил Шишкин, нужно потратить годы и сходить ногами сотни километров по лесам и полям, даже детально зная каждый елабужский уголок. Вот он, человек, который и откроет нам заново шишкинские полотна. Ринур Бекмансуров, директор местного музея природы, энтузиаст, каких мало. Где-то в этом месте художник стоял со своим мольбертом и делал зарисовки этого места. Здесь та же самая линия горизонта, на которой видны церкви города Елабуги, дорожка по центру картины, тополя. К сожалению, в его дневниках не осталось записей о том, где конкретно рисовал то или иное произведение художник. Остается догадываться, только искать похожие ландшафты. Картина Шишкина «Ананьинский могильник». В XIX веке этот холм еще хорошо виден. Сегодня его скрывает растительность. В том-то и сложность, что иногда сходство не видно невооруженным глазом. Шишкин писал эти окрестности почти 1,5 века тому назад. Природа, шишкинские леса за это время сильно видоизменились. Вот, посмотрите. Картина «Пихтовый лес на Каме», 1877 год. И вот это же место сегодня. Пейзаж иной совершенно. И только церковь на заднем плане не оставляет сомнений. Место то самое. Шишкиным в Елабужском районе написано еще и масса этюдов, набросков и афортов. Один из них мы снимаем тут же, вот где стоял художник. На следующее место съемки приходится добираться долго, пара десятков километров, и вот оно.
Когда-нибудь по этому самому маршруту здесь будут ходить туристические автобусы. Мечта у нашего гида такая. Это был бы совершенно уникальный экскурс в историю, иной взгляд на природу. Одна из задач национального парка Нижняя Кама – это сохранение шишкинских мест, шишкинской природы, тех ландшафтов, которые художник когда-то изобразил на своих полотнах. Именем Шишкина мы сохраняем эти места. Трудолюбие, как мы уже говорили, характерная черта местных жителей. А вот и он сам, символ этого трудолюбия и символ района. Это не видео из интернета, это настоящий елабужский дятел. То есть несколько дятлов. Вот еще один. Это правда, их тут немало. На каждом шагу в городе, в каждом туристическом магазине, в любом, наверное, музее. Почему же дятел? Есть очень простое объяснение. В 18 век для Елабуги пора большой стройки. Нужна древесина, рубят деревья, остаются пни. Пни – это насекомые, насекомые привлекают птиц и дятлов в том числе. Вот так и был усеян такими картинами елабужский пейзаж. Наверное, так оно и было. Но мы все же о трудолюбии. Вслушайтесь только в эти слова. Общее количество туристов за год в 2 раза превышает численность елабужан. То есть, если у нас 70 тысяч, то мы принимаем в год порядка 150-160 тысяч человек. И это не предел. Что же привлекает туристов в Елабуге? Да все необычное привлекает. Вот как это место. Это музей-трактир. Действующий трактир с настоящими старыми экспонатами. Только здесь вам предложат знаменитую елабужскую муху. Рюмка емкостью со столовую ложку. Первые трактиры на Руси появились при Петре I, 1719 год, Санкт-Петербург. Ну а потом, для того, чтобы заманивать постояльцев в трактир, было принято решение первую рюмку подавать бесплатно. Ну, соответственно, рюмки-то емкости прилично, 50-75 грамм. Убытки хорошие. Поэтому нашлись ловкие люди, про вятичей так говорят, вятские люди, хватские. Вот эти хватские люди и придумали вот такую маленькую рюмочку, по вместимости наша современная столовая ложка. Ну а исходя из размеров, ее и стали называть мухой, маленькой. Но все равно находились желающие, пройдя через один трактир, второй, третий, пятый, тут рюмку-муху, там рюмку-муху, под мухой. Вот один из вариантов появления этого устойчивого выражения связан вот как раз с этой малышкой. С этой под мухой это по-нашему на халяву. Да? По сути, да. В Елабуге немало музеев, таких же необычных, как этот. Всего же их несколько десятков. Туристу никогда не обойти их за день. Но можно просто по пути. Будете в доме-музее Марины Цветаевой в Елабуге, загляните в скромный домик напротив. Это музей портомойня, мытье портков. Это прачечная 19 века. Ну, то есть портомойня, переводишь на наш язык, прачечная, люди все понимают. А, это место, куда приходили стирать. Но подобного рода сооружения, ну вот мы буквально 2-3 года назад были уверены, что единственное на территории нашей республики. А сейчас с уверенностью можем сказать, что оно единственное на территории нашей страны, поскольку эта портомойня уникальна. Вся штука в том, что это не инсталляция, не реконструкция, это все настоящее. И стены, и полы, и эти бочки, и корыта. Портомойня в самом городе, не на реке. Чудо 19 века, водопровод. Ну, если удастся вас удивить, то протяженность этого водопровода, вот по направлению моей руки во овраге, где родники, соединяясь, превращаются в небольшую речку, порядка 2 километров. Удалось. Удалось. Вот это трудолюбие местные жители по наследству передают. Нужны были золотые руки и светлая голова, чтобы разобрать груду векового хлама и создать вот такой уникальнейший музей. И ведь весь город буквально восстал из пепла. Удивляют не музеи, удивляет то, как, с какой любовью они все это делают, сохраняют и приумножают.
Заберитесь на высокое чертово городище в Елабуге и посмотрите вдаль. Что мы видим? Город. Мы видим огромный труд, которому не видно конца. Трудолюбие не дает покоя местным жителям. Ну а как иначе? Символ обязывает. Михаил Любимов и Михаил Кусов. 7 дней. Елабужский район. На сегодня это все. Всего вам самого доброго. До свидания.